Добрый день, меня зовут Раздобудько Тамара, я эксперт в области продаж и в сфере управления персоналом. И сегодня мы с вами поговорим про целевую аудиторию и ценностное предложение. И для начала предлагаю определиться с терминами, с которыми мы будем сегодня работать. Что же такое целевая аудитория? Это те клиентские сегменты, это может быть один сегмент или несколько, которые выбирают для себя предприниматели. Да, то есть вы понимаете, с какой целевой аудиторией работать, кто та аудитория, которой вы продаете ваш продукт или услугу. Далее, еще один термин – это клиентский сегмент. Это процесс разделения целевой аудитории на несколько частей согласно определенным признакам. Важно определять клиентские сегменты для того, чтобы ваше предложение, ваш маркетинговый посыл был максимально релевантный, то есть максимально подходил под каждый сегмент. Внутри одной целевой аудитории может быть несколько сегментов. И важно объединять потребителей в группы по потребностям, не только по полу, возрасту, их месту проживания и так далее, а больше по тому, чего они хотят, какую боль они хотят решить, то есть по потребностям. И еще один термин, с которым мы сегодня будем работать, это ценностное предложение. Это то конкурентное преимущество, которое получает потребитель продукта. Ценностное предложение – это та формулировка, которая позволяет понять, почему именно ваш продукт, именно вашу услугу, именно у вашей компании нужно приобрести, несмотря на то, что ассортимент на рынке таких продуктов подобных может быть очень большой. Хочу с вами поговорить о том, почему важно определять вашу целевую аудиторию. Для этого есть 3 ключевые причины. И первая из них – это эффективное использование вашего маркетингового бюджета. Так как можно предположить, что мы не международные гиганты, мы не компании, которые еще пока распространены на весь мир, мы понимаем, что наш маркетинговый бюджет ограничен, и нам нужно его распределить точно в цель, попасть точно в своего потребителя, чтобы не распылять его просто так. Вторая причина – это большая эффективность при разработке маркетинга, который отзовется у нашего потребителя, и именно на него он придет, правильная картинка появится вовремя, правильный контент, видеоролик, то, что зацепит его внимание. И третья причина – это эффективная коммуникация с потребителем, то есть мы будем говорить с ним на одном языке. Согласитесь, что с 13-летним подростком, что с 80-летней бабушкой, несмотря на то, что у них может быть одна и та же потребность, мы будем говорить абсолютно на разных языках. Вот и определение нашей целевой аудитории и сегмента внутри одной целевой аудитории, внутри с одинаковой потребностью, все равно позволит нам распределить их и каждому достучаться на его языке с его формулировками. Когда мы делим целевую аудиторию на целевые сегменты, очень важно сделать так, чтобы сегмент, который мы выделили, был достижимый, то есть мы можем до него достучаться, мы можем до него добраться с помощью маркетинга, с помощью наших офферов и так далее. Также сегмент должен быть существенным, то есть если мы проанализируем свою целевую аудиторию, именно выбранный нами сегмент, окажется, что там всего 2-3 человека, и они абсолютно не будут нам интересны с точки зрения продаж, они не дадут нам необходимый оборот, не принесут достаточное количество прибыли, а сил мы на них потратим и физических, и моральных, и финансовых столько же, сколько и на большой существенный целевой сегмент. Поэтому обращаем внимание еще и на этот показатель. При формировании и определении целевой аудитории важно понимать, что у вас могут быть клиенты как B2C, то есть это от бизнеса к конечному потребителю, так и B2B, то есть от бизнеса к бизнесу. Чем они отличаются? Категория продаж в B2C – это принятие решения клиентом больше эмоциональное, такое немного иррациональное, зависит от ситуации, от настроения, импульсивное. Когда мы говорим про B2B, там уже будет взвешенное решение, и его могут принимать несколько человек, заинтересованных в нем, и не обязательно они будут пользователи нашего продукта. И поэтому, когда мы говорим про структуру портрета именно B2C клиента, мы говорим про какой-то портрет конкретного
конкретного человека, какой-то персонаж. Наша задача прям постараться представить, как он выглядит, прям чуть ли не его фотографию поставить, и вот придумать ему имя. Я не знаю, это там мальчик 15 лет, зовут его Ербол, и вот такую жизнь он живет, и вот давайте его опишем, да, вот так мы формируем портрет клиента B2C. То есть нам важно определить пол, возрастную категорию, при этом очень важно, чтобы возрастная категория не была больше, чем 5 лет. То есть когда мы говорим о том, что наш продукт важен всем от 3 до 70 лет, так не работает. Именно в нашем продукте, в нашей услуге для трехлетки и для 70-летнего человека нужны будут разные вещи внутри этого продукта, поэтому мы и так делим возрастные категории. Важно определить род деятельности, семейное положение этого человека, хобби, его увлечения, где он проживает, какие интересы у него в этой жизни. И важно еще представить, как проживает свой день этот клиент, когда он принимает решение о покупке нашего продукта или нашей услуги, когда он чаще всего ищет наш продукт или услугу, когда он задумывается о том, где купить или как купить, или когда возникает проблема, которую мы можем решить. То есть нам нужно прям вот представить его жизнь в деталях и понять, где мы можем с ним пересечься. Именно для этого нам нужен такой детальный портрет целевой аудитории в B2C. И когда мы говорим про клиента в сфере B2B, мы должны понимать, что это не какой-то человек, хотя там тоже будет лицо, принимающее решение, но это часть составная. Наш клиент — это компания. И нам нужно понимать, чем компания занимается, каковы ее цели на рынке, к чему она стремится, где находится ее офис, это тоже может много о чем сказать, сколько сотрудников в этой компании, какой финансовый показатель нам известен, кто является лицом, принимающим решения, а может быть там несколько таких человек, да, и наша сделка в B2B будет состоять из многих-многих этапов, да, и характеристика B2B продаж как раз-таки заключается в том, что там она очень длительная, она может быть затянута, и если B2C человек пришел, купил, ушел, то в B2B мы несколько месяцев можем договариваться об одной сделке, это сложность. И насколько в компании в этой автоматизированы процессы, какова стратегия, какие ценности. И с одной стороны, с B2B сектором работать сложнее, потому что очень длительный период сделки, очень на многих этапах может она оборваться, очень много заинтересованных лиц. Но есть и плюс работы с B2B. Это большой объем денег, который может принести одна только сделка. Да? Если с B2C нам нужно 100 клиентов, чтобы у нас купили что-то, чтобы мы получили определенный объем прибыли, то с B2B это может быть один клиент. И когда мы говорим про определение целевой аудитории, для чего мы делаем, для чего такой детальный подход? Потому что для каждой целевой аудитории должно быть свое ценностное предложение, да, то есть мы должны говорить на языке клиента, и ценностное предложение тоже должно быть на его языке сказано, не нашими техническими знаниями, не нашей терминологией, не нашими аббревиатурами, мы должны говорить теми словами, которыми говорит наш клиент. Именно поэтому нам очень много нужно общаться с конечным потребителем, нам нужно проводить какие-то опросы, проводить встречи, налаживать коммуникацию, получать обратную связь. И вот какими характеристиками нас клиент характеризует условно, что он о нас говорит, вот именно эти слова и нужно использовать в нашем ценностном предложении. Давайте определимся, когда лучше всего создавать ценностное предложение. И его можно делать очень успешно на 3 ключевых этапах. Первое — это после подтверждения клиента его проблемы. То есть, когда мы определили целевую аудиторию, поняли, какая у него есть проблема, вот именно тогда мы можем создавать ценностное предложение, объяснять, почему мы ему нужнее, чем наши конкуренты. Второй момент — это создавать ценностное предложение на этапе, когда мы подтверждаем, а точно ли эта проблема есть, а точно ли наше решение подходит к этой проблеме клиента, а точно ли на его языке мы говорим, и наше маркетинговое предложение подходит клиенту, да, и когда мы в этом убеждаемся, мы опять готовим ценностное предложение, опять-таки, чтобы клиента привлечь. И третий момент, когда ценностное предложение нам необходимо, это когда мы либо стартуем наши продажи, неважно, запускаем мы новую кампанию, запускаем мы новую линейку, стартуем ли мы новый сезон продаж, либо мы хотим выйти на новый уровень развития продаж, вот тогда наше ценностное предложение тоже очень нам будет нужно.
Мы с вами поговорили о том, когда нужно создавать ценностное предложение. Теперь хочу с вами обсудить то, как создавать ценностное предложение. И вашему вниманию представляю такой интересный инструмент, который называется Canva Астервальда. Это его усовершенствованная версия. На что хочу обратить ваше внимание, что здесь есть два ключевых сектора. Один посвящен клиенту, второй продукту. И начинаем мы с клиента. То есть мы с помощью этого инструмента погружаемся в жизнь клиента, так сказать, надеваем его тапочки, да, и мы, посмотрите, тут есть несколько секторов, да, первый сектор — это желание, какие чувства подталкивают человека к покупке, то есть нам нужно понять немного его психологию, какие страхи, почему клиент боится переходить на наш продукт, то есть он же сейчас как-то живет без нашего продукта, использует какие-то аналоги, может быть, не прямых конкурентов, может быть, прямых, что ему мешает перейти к нам, какие потребности у него есть. Может быть, это скрытые потребности, может быть, это какие-то рациональные причины покупки, да? Что ведет его к нашему продукту или к нашей услуге. И очень важно, обратите внимание на желтый стикер с правой стороны, что люди сейчас используют вместо нашего продукта, как они решают ту проблему, с решением которой мы идем, да? То есть что они делают на данный момент. И очень важно проанализировать не только наших прямых конкурентов, но и наших непрямых конкурентов. И от этого сектора мы идем в сектор продукта, это квадратик, да, и в нем, посмотрите, определены впечатления, выгоды и характеристики. На что нам нужно обратить внимание при составлении ценностного предложения нашего же продукта и нашей же услуги. Не на то, как хорошо мы его знали, не на то, как мы его создавали, не на то, какие ценности этот продукт для нас представляет, а на то, какие характеристики, как продукт работает на потребителя. Нам нужно посмотреть, чем полезен наш продукт с точки зрения выгод для нашего покупателя и клиента, какие чувства он вызывает при использовании, да, то есть это те самые впечатления, которые так важны, да, с точки зрения сервиса, с точки зрения того же статуса, с точки зрения удовольствия, которое получает клиент, используя наш продукт или нашу услугу. И вот благодаря тому, что мы пройдем весь этот клиентский путь от его ощущений, желаний, страхов к тому, как мы закрываем эти потребности, да, и позволяет нам создать это ценностное предложение. И прежде чем мы перейдем к непосредственной формулировке ценностного предложения, важно посмотреть на алгоритм работы с клиентским сегментом. Да? То есть что мы делаем? Мы выбираем целевой клиентский сегмент, определяем их несколько внутри целевой аудитории, выбираем какой-то один. И определяем цель клиента, конкретно его проблемы, его задачи, его боль, что его больше всего волнует, с чем мы ему помогаем. Основные какие-то материальные, нематериальные потери, какие-то негативные результаты, какие-то препятствия на пути к цели, с чем мы помогаем, что его тревожит, что мы можем решить, за что он готов нам заплатить, да? И мы определяем результаты, которые интересуют клиента. То есть как это происходит? Мы сначала определяем причины его беспокойства, его боль, даем ему решение, и еще и должны понимать, к какому же результату он хочет прийти. То есть не только решение проблемы, не только чтобы его этот страх отпустил, а чтобы он еще получил взамен какое-то новое ощущение. И вот через этот алгоритм нам и нужно пройти, прежде чем сформулировать ценностное предложение. И чтобы окончательно и бесповоротно убедиться в том, что мы правильно определили проблему клиента и правильно предлагаем решение, которое действительно ему поможет и приведет его к тем результатам, которые он ждет, нужно думать как клиент. И я рекомендую задать несколько вопросов, которые вам в этом очень сильно помогут. Первый из них: зачем мне, как клиенту, покупать этот продукт или услугу? Почему этот продукт или услуга именно столько стоит и готов ли я эти деньги платить? Чем этот продукт или услуга лучше аналогов, лучше конкурентов или лучше того продукта, которым я пользовался до сих пор? Ну и финально, как этот продукт или услуга решит мою проблему, как именно, да? И вот именно представление решения, именно для него я рекомендую следующий механизм. Первое: представить обязательно название вашего решения. То есть решением является ваш продукт или ваша услуга. Второе: рассказать, как именно ваш продукт работает, как именно он решает потребность клиента. И финально, как вы подтвердите свои заявления. То есть желательно привести факты того, что ваш продукт действительно помогает клиенту, действительно дает те самые результаты, которые ожидает он получить. И небольшой
еще совет. Постарайтесь описывать свои решения без употребления таких общих слов, которые уже на слуху очень давно, и стерлась их состоятельность условно, да, то есть такие слова, как качественный или улучшение, повышение эффективности, автоматизация, оптимизация, очень красивые слова, но их очень часто в последнее время используют, и они теряют свою эффектность, они не привлекают внимания. Что же сейчас привлекает внимание? Конкретика. Какие-то показатели в цифрах, какие-то показатели в отзывах, как доказательство, да? Какая-то гарантия, что-то, что конкретно подтверждает ваше решение, что конкретно подтверждает, что оно даст именно тот результат, который клиент хочет. И на данном слайде хочу представить вашему вниманию шаблон ценностного предложения. Цветом ярким выделены акценты в скобочках, да, куда нужно вставить характеристики и особенности вашего продукта. Смотрите, как звучит ценностное предложение. Название продукта – это сервис, приложение, услуга, товар, все что угодно, который помогает вашей целевой аудитории, конкретному ее сегменту, в ситуации, то есть в каком-то контексте. Не всегда этот контекст бывает актуален, но хорошо бы указать, в какой ситуации находится именно ваша целевая аудитория. Решать какие-то потребности или боль клиента здесь нужно указать при помощи, и вот здесь описать, как ваш продукт решает проблему вашего клиента и дает какую-то выгоду или ценность в конкретных цифрах. Теперь постарайтесь вот в эти скобки, выделенные ярким цветом, подставить ваш продукт, ваш целевой сегмент, потребность, которую вы выявили у вашей целевой аудитории, ваше решение и так далее. Вот заменить все это вашим продуктом. И это, по сути, является ваша готовая презентация продукции. Да? Это краткая, буквально в минуту уложенная презентация, с которой можно идти к конечному потребителю, и можно в одном предложении объяснить ему, почему именно ваш продукт или вашу услугу он должен купить. Попробуйте. Ну и в финале разговора о целевой аудитории и о ценностном предложении важно поговорить и про анализ того ценностного предложения, которое вы составили. Да? То есть оно у вас уже готово, вы создали его, возможно, отрепетировали на близких, друзьях, на уже лояльных клиентах, и тем не менее, что нужно проанализировать после того, как вы получили вот эту вот готовую основу. Первое. А имеет ли клиент осознанную боль, которую необходимо решить? Может быть, это вы видите, что он эту боль имеет, эту потребность, а он еще ее не осознал, и тогда эту потребность, возможно, нужно сформировать. Второй пункт, который стоит проанализировать, это есть ли доступ у вас к лицу, принимающему решение. И это играет как и с B2B продажами, так и с B2C. В случае с B2B, например, вы ведете переговоры с офис-менеджером, а решение принимает финансовый директор, и есть ли у вас коммуникация с ним. В случае с B2C представим, что ваш целевой сегмент – это 12-летний подросток, и вряд ли можем представить, что он имеет доступ к семейному бюджету. Скорее всего, нужно будет убедить ценностным предложением не только его, но и его родителей. Третий момент – это имеет ли клиент убедительное видение вашего решения, да? То есть согласен ли он с ним, так ли он хотел решить свою проблему. Еще один момент – это видит ли клиент четкую выгоду от предлагаемого решения. Сумели ли вы с помощью ценностного предложения донести конкретную выгоду, которую он получает при коммуникациях с вами, при покупке вашего продукта или услуги. Ну и пятый вопрос. Можете ли вы в принципе влиять на процесс продажи? Да? Можете ли вы формировать потребность? Можете ли вы привлечь клиента? Можете ли вы на это повлиять? И проведя анализ с помощью этих 5 вопросов, вы уже можете получить максимально эффективное, максимально чистое, готовое для работы ценностное предложение и уже идти с ним к клиенту, предлагать, использовать в маркетинговых активностях и заполучить большую долю вашей целевой аудитории. И на этом занятие, посвященное целевой аудитории и ценностному предложению, заканчивается. Спасибо большое.